Следующий спикер Васфия Мамутова, бизнес-тренер, коуч. Тема «Только о бизнесе», вопросительный знак, для потенциальных и начинающих предпринимателей. И вторая тема «Бизнес-планирование». Это просто. Если бы я рассказывала о себе, то этот блок можно было бы назвать «Жизнь как американские горки» или «История Золушки». Но мы пропустим этот момент. Я просто хочу сказать, что я в профессиональном консалтинге с 1999 года руководила сетью. У нас была такая корпорация, коммерческое предприятие, коллективное предприятие и благотворительный фонд «Центр развития бизнеса». Мне это так понравилось, что с 2005 года я работала и представлялась как честный частный предприниматель. Многие удивлялись, спрашивали, а разве так это бывает? То есть они и уточняли юридический статус, это СПД. Но хочу сказать, что это безумно интересная тема, и тем более мне повезло, что сегодня Рустем Ага Дервиш и все сказал, когда там не надо быть сильно серьезными, потому что вот моменты, я записывала, что говорили наши успешные предприниматели вчера и сегодня, и все это, я думаю, где-то перекликается. Но если уж говорить о судьбе, что это судьба? Судьба – это выбор. Судьба – это не то, чего надо ждать, это то, чего надо добиваться. Ну и если мы говорим о судьбе и так далее, нам по жизни каждый день приходится делать выбор. Мы всегда решаем гамлетовские вопросы – делать, не делать, быть, не быть и так далее. Если мы говорим о бизнесе, то какие вопросы мы решаем здесь? Вопрос, что мы производим? Только то, что можно продать, не то, что нравится лично мне. Как мы это производим? Желательно с минимальными или оптимальными расходами. Для кого мы это производим? Для тех, кто купит. Поэтому для меня очень важно, когда наши талантливые ремесленники, они не могут продавать вещи по их настоящей стоимости, потому что не оценивается этот труд. А работать так, что меня когда-нибудь после смерти оценят, извините, это не тот подход, потому что мы живем здесь и сейчас. Желая сейчас открыть свой бизнес, я подумала, стоит ли мне заняться выпечкой хлеба? Ваше мнение? Ведь от многих покупок люди отказываются, платежеспособность снижается, но хлеб, наверное, не будут кушать. Как вы думаете? Значит, вы меня поддерживаете. Очень спасибо. Это очень важно. В общем-то, я знаю, в моем районе, когда люди приходят, уходят с работы, что если привезут кольчугинский хлеб, он уже холодный, я постараюсь сделать что-то такое интересное, там особый рецепт и так далее. И я вот смело решаю для себя запустить свое бизнес-колесо. Вот я примерно для себя определила несколько параметров, это в зависимости от моего бизнеса. Если бы я занималась, к примеру, интернет-магазином, они были бы, спицы у моего колеса были бы другие. И как вы думаете, почему одна из спиц или шестеренок, будем говорить, предприниматель? Я. Почему? Я приняла решение, но почему колесо? Колесо без меня завертится? Нет. Дело в том, что именно я раскручиваю свой бизнес, и я буду и как снаружи, и внутри еще, если я буду сама печь хлеб, я буду как белка в колесе, это точно. И вот я ожидаю, что у меня все пойдет как по маслу, стоит потерпеть. Терплю. Но что-то не то, что-то буксует мое колесо, и оно превращается в вот такой вид. Что произошло? А произошло то, что происходит в жизни. Самая большая ошибка в жизни и в бизнесе, знаете какая? Обманывать самого себя. Выдавать желаемое за действительное. Так что получилось? У меня хороший продукт, но платежеспособность падает. Конкуренты решили меня выжать. Нет хорошей жизни, понимаю. Поскольку мне стало не хватать денег на оборотные средства, я, естественно, запускаю маркетинг. Персонал себе позволил заимствовать где-то на складах немножко муки, немножко масла. Я нервничаю, увольняю, начинаю искать других. Гарантийный срок работы оборудования подводит. И скажите, далеко я уеду на этом колесе? А сколько шишек я набью? И не на одном, но на всех местах. И что же сделать? Я могу сказать по-философски, что я не одна такая. В первый год закрывается 90% бизнеса. Но, извините, я тат и над.
Если я что-то захотела, я буду крепко думать. Есть возможность выровнять и накачать мое колесо. Есть. Гармония нужна, еще раз скажу, во всем. Хорошо, а гармония дается еще, наверное, вместе с уверенностью. Что мне может дать уверенность? План. Во-первых, моя мотивация. Я хочу успешного бизнеса. Не на день, не на два и так далее. Если у меня что-то не получилось, надо искать причину в первую очередь не вокруг, а в себе. Значит, я должна что-то поменять в себе, в своем отношении к окружающим, к бизнесу и так далее. Далее, почему у меня ошибки? Где-то я получила или недополучила информацию, или она была недостоверной. Иногда она бывает настолько избыточной, что поневоле вводит в заблуждение. То есть, что мне нужно сделать? Проверить информацию, перепрограммировать себя, запустить новую программу и понять, что рост, а я хочу расти в бизнесе, это дело не одного дня, значит, я должна расти, я должна продолжать свое образование. Моя мотивация, но не мои слова, умные. Все хотят разбогатеть, но немногие знают, что только конкретный план и жгучее желание – это единственное надежное средство сколотить состояние. Здорово. Думаю, а с чего план начинается? Цель. Чего я хочу? Чего я хочу от бизнеса, от жизни? Вот вчера говорили, бизнес для жизни или жизнь для бизнеса. Тут можно спорить, но поймите, бизнес – часть жизни. Это тоже жизнь со своими правилами и так далее. Что я, какую цель себе ставлю и так далее. Вот сразу извиняюсь за картинку. Эти ребята знали, что они ищут барашков потерявшихся. А я не знаю. Я не знаю, чего я не знаю. Значит, необходимость в плане есть. Мне сэкономили время коллеги вчера. Я не буду на всем этом останавливаться. Но мне же не втерпешь посчитать, а что же там? Для чего я делала бизнес-план? Проверить, убедить себя, стоит этим заниматься или нет, и что в итоге? Сколько я заработаю? Потому что в данном случае деньги в бизнесе и цель, и средства. Все ваши затраты как-то они должны сделать. Ну а что мы с вами умеем лучше всего? Это, конечно, считать деньги. Вот посмотрите и сравните себя, так ли мы одинаково считаем деньги. Все. Теперь уже знаю, что вы деньги умеете считать и по-разному. Помогите мне посчитать мои деньги. По моим расчетам, булка хлеба обошлась мне в 20 рублей. Я хочу получить прибыль 30%. Сколько должна стоить булка моего хлеба? Логично напрашивается вывод 26 рублей, да? 30% от 20. 30 не подходит, арифметически не подходит. Сейчас начинаю соображать. Стоп. Если я говорю 30% прибыли, значит себестоимость в цене составляет сколько процентов? 70. И я должна не умножать, как мы сделали, а 20 рублей поделить на 0,7. И я получаю 28,60. Мои дорогие, вы в своих расчетах меня на 10% хотели подвести. А дело в том, что есть такие законы, они, в общем-то, легко считаются. Если вы снижаете цену на свой товар, чтобы получить тот же безубыточный объем прибыли, вам нужно увеличить объем продаж на 28%. Но если вы повысили цену на 10%, чтобы получить ту же прибыль, вам нужно продать на 28% меньше. Все очень логично. Дело в том, что в бизнесе так легко все в цифрах раскладывается, и все становится очень-очень понятно. Вот в плане финансов легко проверяется чувствительность вашего бизнеса. Что случится,
Если у вас, значит, вырастут затраты на сырье, поставщики подведут, что будет, если будет играть вот цена и так далее, все это довольно-таки интересно. Финансовый план – это самая легкая часть в бизнесе. Все остальное очень интересно, но намного затратнее. Но управление рисками. Зачем мне самой себя запугивать? Зачем? Ведь риски – это дело такое. То ли будут, то ли нет. И более того, дело в том, что риски связаны еще со стрессом. Опасность с китайского переводит с собой как возможность, которую несет с собой ветер. То ли будет, то ли нет, но если я заранее отслежу коммерческие, технические и другие риски, то даже если они наступят, во-первых, я избегаю стресса, во-вторых, я не теряю на время на обдумывание. Я хочу хорошего бизнес-плана, такой, чтобы он убедил меня, что я иду в правильном направлении, что он реален, это условия смарт или умного бизнеса, убедительный, взаимоувязки между разделами, простота. Вот иногда, если бизнес-план связан со сложной тематикой и так далее, проще, или же вы хотите сохранить коммерческую свою тайну, интеллектуальную, проще писать отдельный инженерный план, и это вполне реально. Умеренная детализация. Вот тут я хочу сказать, что бизнес-планы, они бывают разные по назначению. Для внешнего и внутреннего пользования. Мы с вами говорили для внутреннего, это когда я хочу проверить самую себя в этом бизнесе. И он, конечно, будет детальный. Но если я пишу бизнес-план, чтобы привлечь партнеров, инвесторов или получить кредит в банке, извините, я сделаю сжатую версию или постараюсь отправить им только резюме. Могу я более уверенно быть в своем бизнесе, если все это просчитала? Возвращаясь к финансам, что я хочу сказать? Я убедилась, кстати, вернусь. Поскольку я сертифицированный разработчик модульного обучения, что к составлению бизнес-плана можно подойти очень специфически. Его можно начать писать с любого раздела и попрыгать по разделам, с какого хотите места. Хотите, начинайте с кухни бизнеса, плана производства. Хотите с маркетинга. Хотите с описания своего продукта, описывая его уникальные предложения и так далее. Но это возможно. А если это возможно, опять-таки, понимая, что предпринимателю не хватает времени, вот приоритетные направления тренингов, которые я хотела бы предложить предпринимателям. Генерация, отбор бизнес-идеи. Мне некоторые говорят, идей много, не знаем, с чего начать. Или некоторые говорят, не могу ничего придумать. Так вот, это процесс, который помогает отработать самый дешевый и самый дефицитный ресурс в бизнесе. Там тоже есть градация. И вот когда я слушала наших ребят по инновационным IT-технологиям, можно оценить бизнес-идею как революционное, техническое совершенствование, рядовое нововведение и так далее, и протестировать ее, насколько вы подготовлены к ее реализации. То есть выбор за вами, решение за вами. Дело в том, что вот в бизнесе, как в жизни, есть большой блок романтики. Это когда мы говорим о бизнес-идее и стратегическом планировании. По сути, что помогает разработка стратегического плана? Четко определить, где вы находитесь, куда вы хотите пойти и сколько вам для этого нужно времени. То есть есть понятие отличия и расстояния. Но еще можно сделать разметку. К примеру, если вы хотите из семени вырастить дерево, вы ставите этапы. И тогда это проще планировать на какой-то период. Сначала на первый, второй, третий и так далее. Есть очень интересная тема маркетинга, которая помогает вам оценить, будете ли вы в нужном месте с нужным товаром и нужного для вас покупателя. Здесь определяется ваша маркетинговая стратегия. Они тоже бывают разные. Есть стратегия проникновения на рынок, есть завоевание рынка, есть монополизация рынка и так далее. Есть оценка возможностей и опасностей. И здесь интересный момент, который происходит у многих действующих предпринимателей, эффект дырявого ведра. Приходилось ли вам иметь ситуацию, что вы наращиваете бизнес, объемы растут, затраты растут, а
а прибыль непропорциональна или даже не растет. Почему? Где-то проходит утечка, что-то сделано не так. И более того, почему я так люблю тему маркетинга? У крымских татар происхождение имен имеет разное происхождение. Есть перевод татарских их названий, есть арабские. А вот мне повезло с именем, оно идет персидского направления, которое означает торжество, восхваление, продвижение кого-либо, чего-либо. И вот в 37 лет я стала заниматься маркетингом в банке. И тема эта мне очень близка. Самые интереснейшие темы – это бизнес-детектив или как победить в конкурентной борьбе. Дело в том, что здесь тоже очень многое можно легко изучить и разработать свою стратегию конкурентной борьбы. Они очень простые. Ценовая конкуренция, конкуренция качества или послепродажный сервис. Но там есть подводные камни. Почему я говорю об этом, чтобы вы видели время? У вас вчера и сегодня был доступ к тем консультантам, тренерам, которые находятся в Крыму. Я поощряю тех, кто может учиться далеко за границей или еще где-то. Но иногда нужны бывают и совсем рядом. Почему я говорю о тренингах? Это развитие ваших предпринимательских навыков. Их можно также развивать, как любой другой. Так же, как мышцы в спорте и так далее. Вы можете заниматься онлайн по интернетовским программам. Это все равно даст вам определенный рост. Единственное, мое вам пожелание, чтобы вы посмотрели сейчас ролик, и я завершу. Что делает орел? Посмотрите. Как он с высоты увидел, как он точно попал. Будьте орлами, мечтайте о высоком, большом и, пожалуйста, будьте успешными и понимающими, сочувствующими своим близким, окружающим. Это мое пожелание и мои впечатления о нашем мероприятии. Вот мы много говорили о кластере. Дело в том, что кластер я всегда сравнивала с гроздью винограда. Есть отдельные виноградинки. Скажите, пожалуйста, когда вы покупаете россыпь винограда, сколько она стоит по сравнению с кистью? Дешевле. И они слабее, потому что эти виноградинки могут легко помяться и попортиться. Нужен стержень, который держит гроздь. Мы видели вчера, сегодня столько видов крымского бизнеса, что мне очень хочется, чтобы у нас получился вот прообраз кластера, как виноградная гроздь. Но для этого нужен вот этот стержень, основа, к чему будет все прикрепляться. Я считаю, что очень бы нам помогло, и, может, даже назрела необходимость создания Союза крымско-татарских предпринимателей, который бы координировал работу, который бы был мостиком, который бы вообще-то выполнял роль социального бизнеса, помогая реализовать различные программы. Пример того, что говорилось вчера. Вчера мы смотрели интересную презентацию о якутском кино. Было? Сегодня выступал Рустам Ага Дервиш. Такая обстановка, все, реально там снять кино, традиция, крымско-татарская свадьба, обряд там сватовства, не знаю, чего угодно. Сделать классный ролик, где у нас есть специалисты. Эти ролики айтишники помогают разместить на сайтах, делают диски интересные, которые в наших татарских мини-гостиницах продаются, продвигают Крым, туристический или крымско-татарский. Возможностей очень много. Более того, у этого союза, я уверена, должно быть крыло молодежного бизнеса. Он будет отличаться другим. При этом союзе должна быть команда бизнес-тренеров, чтобы вы знали, к кому обратиться и так далее. Вы можете знать одного-двух консультантов, но когда у вас назрела необходимость, его может не оказаться на месте,
или он не любит эту тему, и это можно будет... в любом случае у вас будет выбор. Это мои предложения. Спасибо вам за внимание. Сау болыңыз.